Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на февраль месяц 2020 года для овнов. Достанем 3 карты на декады месяца февраля. Здесь на колоде Таро, на колоде Ленорман достанем карты на отношения, работу, финансы. Сначала колода Таро. Первая карта у нас на первые 10 дней. Дама чаш. Вторая карта на вторые 10 дней – это рыцарь жезлов. И третья карта, последняя часть месяца – король чаш. Достанем сразу карты из колоды Ленорман. Открывать их не будем, откроем после. 2 карты на отношения. 3 карты на работу. На финансы карта и совет. Итак, первая часть месяца, вернее первые 10 дней месяца выпадает дама чаш. И карта говорит о том, что действительно будут очень многие моменты вашей жизни затрагивать вас, затрагивать ваши чувства. И это хорошо, потому что когда мы ощущаем жизнь, мы счастливы. То есть первая декада месяца будет вас радовать. У вас будет действительно настроение, чтобы жить, чтобы знакомиться, чтобы проявлять себя в творчестве. По событиям здесь могут быть разные встречи, которые будут вас радовать, дружеские, с родственниками, с любимыми людьми. Кроме того, по этой карте может быть посещение каких-то мероприятий, связанных с искусством, с творчеством. Карта, когда мы очень хорошо понимаем друг друга, когда мы действительно расположены, чтобы выслушать другого человека, и нас тоже могут выслушать, понять и так далее. Карта поддержки, карта такой любви на уровне сердца. Очень хорошая здесь возможность есть проявить себя, проявить не только свои чувства, но и свои таланты, способности. Теперь вторая декада, рыцарь жезлов. Здесь у нас уже больше огня, мы хотим двигаться вперед, мы хотим проявлять страсть в отношениях. Здесь может быть успех в обучении, здесь может быть успех в каких-то проектах, здесь могут быть поездки, может быть и довольно-таки далекие, которые будут связаны, скорее всего, с делами, с расширением возможностей, новыми знакомствами, привлечением новых инвестиций, открытие новых источников дохода. Вообще здесь вот у нас может быть какое-то повышение по службе, либо может быть повышение собственной значимости, да, когда мы будем себя больше уважать. Ну и люди, конечно же, другие тоже относятся к нам с уважением. Следующая, третья декада, король чаш выпадает. И здесь мы удовлетворены тем, что мы сделали вот во второй декаде месяца. Король чаш – это еще более уравновешенная карта, чем дама чаш. Здесь действительно могут быть завершены какие-то очень важные проекты, которые мы начинали в начале месяца. Если, допустим, были какие-то сложности, может быть, не было возможности всегда одинаково чувствовать себя в отношениях. Иногда было легко с партнером, иногда сложно. То же самое могло происходить и в деятельности. То вот уже в конце месяца мы действительно четко определились для себя, что мы хотим. Мы получили все результаты нужные, решили какие-то, может быть, затянувшиеся, затяжные ситуации, которые нас беспокоили. А также есть возможность действительно достижения каких-то в области творчества, в области искусства, когда мы делаем то, что нам по сердцу, когда мы общаемся с теми людьми, которые нам нравятся. То есть вот февраль месяц такого удовлетворения для овнов. Очень хорошие возможности открываются. Кроме того, здесь могут быть люди очень важные, мужчина, женщина, которые нам помогают во всех наших делах.
это люди, которые занимают большое место в нашей жизни, в нашем сердце, да. Это люди, которые способны нас понять, поддержать. Это могут быть родители, это могут быть люди более такие статусные. А может быть, это и партнеры, да, то есть это те, кто смотрит этот расклад, и здесь тоже может быть такая гармония в отношениях. Кроме того, вот между ними, смотрите, страсть, улучшение отношений, продвижение их на новый уровень и так далее. Давайте теперь посмотрим, что ждет в отношениях тех овнов, которые имеют пару. Здесь выпадает карта змея. Карта говорит о том, что нужно быть очень мудрыми в отношениях. Здесь вот семерка – это партнерская цифра. Она говорит тоже о том, что нужно чувствовать своего партнера, нужно знать, в какой момент сказать, в какой промолчать. Нужно понимать, стараться. Кстати, очень хорошая связь здесь у нас с картами Таро происходит. Нужно стараться понимать душу партнера, а не просто ориентироваться на какие-то сиюминутные свои желания, которые партнер должен удовлетворять. Кроме того, карта говорит о том, что могут быть какие-то ситуации, когда придется защищать себя, либо защищать свои отношения от вторжения третьих лиц. Кроме того, здесь карта говорит о том, что если важно решить какие-то вопросы в отношениях, нужно все-таки это сделать. Конечно же, нужно найти подходящий момент, но сделать это нужно, потому что дальше это откладывать нельзя. Иначе мы можем сами как бы отравлять свою жизнь. Также карта говорит о том, чтобы мы при решении вопросов со своим партнером обязательно думали о каких-то возвышенных вещах, о каком-то смысле жизни общем для нас, чтобы не было эгоизма. Тогда будет все решаться правильно. А также карта говорит о том, что нужно быть опорой. Видите, здесь камень такой огромный на карте изображен. Нужно быть опорой своему партнеру. Если даже какие-то сложные, мутные такие ситуации возникают, нужно иметь терпение, нужно иметь твердость духа, чтобы не решать все, не обдумав хорошо ситуацию. Да? В общем, мудрость – это самое важное. А теперь, что ждет тех, кто ищет партнера? Здесь выпадает карта лилии. Лилия – это всегда удача. Это карта, когда какие-то самые наши заветные мечты, они воплощаются в жизнь. То есть здесь лилии белые, лилии распустились, и 3, да, распустились, и еще 2 у нас в бутонах. То есть то, что вы получаете от жизни, оно вас радует, но будут и еще более радостные события от встречи. То есть действительно есть возможность встретить человека, с которым будет по пути, человека, с которым будет легко и приятно, человека чистого, светлого, очень такого стойкого, да, который действительно знает, чего хочет, и вам с ним рядом тоже будет очень комфортно и хорошо. Давайте теперь посмотрим, что ждет овнов в сфере деятельности. Те, кто имеет работу, выпадает карта мыши. И эта карта говорит о том, что нужно обязательно внимательно смотреть за своим окружением, чтобы не было потерь, чтобы не было, может быть, утечки информации, или чтобы не было каких-то сложностей, связанных с финансами. Нужно обязательно смотреть, кто нас окружает, да, и вовремя пресекать разные как бы неприятные моменты. Если есть люди в нашем окружении, которые больше берут, чем отдают, то есть нарушают такой баланс, то от них лучше избавляться, да, то есть, ну как избавляться? Имеется в виду, что не поддерживать с ними отношения вот в рабочем плане. Кроме того, карта может еще говорить и о расходах каких-то финансов на какие-то цели, может быть, незначимые, да, то есть стоит взвешивать, прежде чем тратить деньги, которые у вас, допустим, идут на деятельность, прежде чем тратить, нужно обязательно подумать, действительно ли это нужно. Может быть, это пустые какие-то траты, которые ни к чему не ведут. И вообще могут быть, конечно, в работе какие-то
помехи, мелочи какие-то досадные. Но это все действительно мелочи, не стоит на это слишком большого внимания уделять. Кроме того, вот эти неприятные какие-то люди могут приходить совершенно со стороны, то есть, может быть, вы даже никогда с ними не сталкивались, да, и вот это может как-то омрачать ваш месяц, февраль. А давайте теперь посмотрим, что ждет тех, кто ищет работу. Здесь выпадает карта сада. И, конечно же, она говорит о том, что нужно обращаться к новым каким-то источникам информации, к разным людям, да, которые могут вам помочь вот в трудоустройстве. Карта очень яркая, здесь много цветов, много деревьев, да, и это значит изобилие. То есть есть действительно в этом месяце возможность трудоустройства и даже возможность выбора трудоустройства. То есть не одна какая-то возможность, а несколько, скорее всего. А теперь для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта якорь. То есть нужно будет этот месяц постараться работать стабильно, закрепить тот результат, который уже у вас сейчас есть. Если есть какие-то вопросы, сложности вот в работе, то нужно подождать, да, набраться терпения, нужно прояснять ситуацию, нужно вкладывать большое количество усилий для того, чтобы вот за месяц февраль выполнить те планы, которые перед собой поставим. Но кроме того, вот якорь может говорить о том, что есть возможность получить какого-то клиента, допустим, очень значимого, который надолго останется с вами. Либо здесь может быть открытие какой-то новой стороны вот вашей деятельности, которая тоже станет постоянным для вас. Может быть, это будет нелегко, может быть, это будет не сразу ясно, а может быть, только к концу месяца, но тем не менее есть такая возможность как-то упрочить свое положение в делах. А теперь финансы и совет карт. В финансах выпадает карта звезды, и это говорит о том, что вы сможете достичь своих целей, если они, конечно, у вас есть, если у вас есть план, по которому вы действуете. Есть возможность действительно добавить либо источники дохода к себе, либо есть возможность осуществить какие-то давние мечты, вот, связанные с финансами. Либо эта карта может говорить еще о том, что то, что вы делаете в этом месяце, оно, может быть, не сразу принесет результат финансовый, но в любом случае это будет. Стоит только подождать. Теперь совет. Совет метла. Эта карта говорит о том, что нужно все лишнее убирать из своей жизни. Это касается привычек. Это может быть что-то, что портит наше здоровье, понижает нашу энергию. Это могут быть люди, которые тоже не дают нам продвигаться вперед, они только заставляют нас смотреть в прошлое, либо какие-то негативные в нас вызывают эмоции. То же самое может касаться и каких-то наших проявлений, да? Допустим, что-то забирает наши энергии и силы, допустим, неорганизованный рабочий день, либо отсутствие целей и планов, либо, может быть, недостаток стимула какого-то в жизни. Также карта говорит о том, что стоит подумать о чистоте своих мыслей, о чистоте в отношениях, о чистоте вот в каких-то коммерческих делах или делах, связанных с работой. Ну и если напрямую говорить, да, то вот карта советует в феврале как бы обратить внимание на то место, где мы живем, чтобы навести там порядок, может быть, убрать что-то лишнее, обновить так энергии. Друзья, желаю вам прекрасного месяца, желаю, чтобы только лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!